Урок 7. Образование наречия в лезгинском языке. Ичуахирар всем, сегодня мы разберем такую тему, как наречие лезгинского языка. Наречие в лезгинском языке – неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия, признак признака или предмета. Наречие, как правило, указывает на пространственные, временные, причинно-следственные, целевые и другие связи между действием и его объектом. На этом уроке я расскажу, как образуется наречие в лезгинском языке. Первое – это наречия, образованные от прилагательных. Образуются они с добавлением аффиксов «the», «because» и «dis». При помощи «because» образуются наречия от всех прилагательных, за некоторыми исключениями, независимо от их структуры. Аффикс «dis» присоединяется к прилагательным с согласным исходом, а «z» к прилагательным с гласным исходом. Например, «ксан» – «хороший», «ксандиз» или «ксандаказ» – «хорошо» или «хорошенько». «Заиф» – «слабый», «заифтиз» или «заифтаказ» – «слабо». Аффикс «даказ» самый продуктивный и чаще используемый в лезгинском языке. На примере русского слова «конкретный», «конкретный доказ», то есть конкретно. Активный, активный доказ, активно и так далее. Кстати, аффикс «з» присоединяется не только к словам с гласным исходом, но и к словам, где в конце сонорные звуки «н» и «в». Например, «ксан», «ксанз», «залан», «заланз», «чулов», «чуловз». Качественные наречия образа действия образуются рядом аффиксов от качественных прилагательных. Первое. При помощи аффикса «ла» образуется наречие от ограниченной группы прилагательных, указывающих на определенное состояние предмета или существа. Например, «меи» – холодный, «меила» – с холоду, «чими» – теплый, «чимила» – с жары. Гиши – холодный, гишила – с голоду. Второе аффикс «ка». Например, «кани» – добрый, «каника» – по-доброму, «ци» – новый, «цика» – по-новому. Эти же прилагательные могут принимать такие же аффиксы наречий «даказ», «з», «дис», которые мы уже разобрали. Смысл остается тот же. Третье – это аффикс «ба». Например, «ярги» – длинный, «яргеба» – в длину, «чини» – тайный, «чинеба» – тайна, «экю» – светлый, «экеба» – открыто, легально и так далее. Отмечается, что наречие на «ба» употребляется главным образом при характеристике действия с точки зрения его направления, образа в буквальном смысле слова, а также в случаях, когда подчеркивается, как происходит действие с точки зрения устанавливающихся норм, традиций и так прочее. Наречия, образованные от имен существительных. Аффиксами наречий функционируют «ди», «из» и его вариации «уз», «юз», «аз», «да», «дай», «дал», «далди», «дивди» и другие. Первый аффикс «ди». Этот аффикс, присоединяемый к основе имени, образует наречие от некоторых существительных, являющихся названиями времен года и дней. Например, «гад» – «лето», «гадди» – «в течение целого лета», «куд» – «зима», «кудди» – «в течение целой зимы», «йис» – «год», «йисти» – «продолжение целого года». Иную семантику имеет наречие «килди» – отдельно, в одиночку, «кил» – «голова». Второе – это аффикс «из». Например, «гад» – «лето», «гатуз» – «летом», «зул» – «осень», «зулуз» – «осенью», «гадфар» – «весна», «гадфариз» – «весной», «юг» – «день», «юкуз» – «днем». Третье – это аффикс «да». «Кири» – «извоз», «кирида» – «в наем». Четвертое – это аффикс «дай», «эвел» – «начало», «эвелдай» – «сначала», «эхир» – «конец»,
эхирдай в конце, в итоге. Хатур – уважение, хатурдай – из-за уважения. Пятое – это аффиксы к, дик, хай, дикхай, кди, являющиеся также аффиксами местных падежей второй серии. Семантически данная группа наречия указывает на время протекания действия. Например, няни – вечер, няник – вечером, няникти – к вечеру, няникай – с вечера. Шестое аффиксы алай, далай, алди, далди. Эти аффиксы также являются маркерами местных падежей. Например, няни – вечер, няналди – до вечера, нянилай – с вечера. Седьмой аффикс ина, кеф – услада, кефина – с наслаждением, терс – кривой, терсина – криво. Напоследок хотел бы объяснить, какими правилами согласоваться при использовании личных местоимений с глаголами. Как вы помните, в лезгинском языке русское местоимение с значением «я» передают три личных местоимения «за», «зу» и, собственно, «заз». Первое. Если подразумевает какой-то объект, то всегда будет «за». Мною что-то делается, если сравнить с русским языком. Например, не скажешь «мною ходится». И еще одна подсказка – глаголы с окончанием на «удум» и образованные при помощи глагола «аву». Например, «фикирову» – «думать» сокращенно пишется «фикиру». «Зафикирзово» с окончанием «уду», к примеру, глагол «акуду» – «вытащить», «за акудзово». Второе. Глаголы нахождения, хождения, движения используются с личным местоимением «зум», которые связаны только с тобой самим, то есть действие не зависит от чего-либо. Глаголы с «зум» будут с самим собой взаимодействовать. Например, ходить, смотреть, сидеть. Здесь нет объекта, сам субъект действует самим собой. Третье. С «заз» используются глаголы чувств, такие как любить, хотеть, видеть, слышать. Таких глаголов не так много в лезгинском. Исходя из этого, как видно из примеров, глаголов с «заз» где-то 10. Можно учить их согласно этому правилу или просто выучить наизусть. А на сегодня я хотел бы закончить этот урок. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, оставить комментарии, задавать вопросы по этой теме. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго вам. Саграй.